ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувшую субботу в Ухте прошла конференция, приуроченная к 25-летию Комитета по спасению Печоры. Темой собрания неравнодушных выбрали экологические проблемы Ухты и пути их решения. Их обозначили сразу, но без этого они всем известны. Если кратко, то нефть в реках, несанкционированные свалки в лесу и радиация на водном. Но начали, если так можно сказать, с малого, а именно жутко засоренной реки Чебью, которая проходит едва ли не через весь город. Оказывается, нелицеприятные виды, отталкивающий запах, Чебью приобрела из-за неочищенных стоков, которые принимала не один год. К сожалению, у нас на сегодня схема очистки, сбора и очистки ливневых вод предусматривает сброс их именно в этот водный объект. Мероприятия, которые будут запланированы МУП Ухта спецавтодор по приведению в соответствии своей деятельности, будут на контроле и в нашем комитете, и в администрации города. В 2016 году на решение проблемы выделяли деньги, но объявленный конкурс на проведение работ, а именно установки очистных сооружений, не состоялся. Со слов администрации, по объективным причинам. Освоить эти средства хотят уже в 2017-м. То есть от этой мы проблемы не уходим. Естественно, что она существует, ее надо решать. Но я думаю, что все-таки решим эту проблему в этом году. Фильтра будут установлены на выпуске. Также в этом году запланирована большая реконструкция парка взрослого. Также туда входят и вопросы очистки реки, и Чебью, и берегов, и все прочее. Также пришедшие поставили ребром вопрос о несанкционированных свалках. Они растут в пригороде. Нет, не как грибы после дождя, а вместо. К сожалению, денег на то, чтобы их ликвидировать в полном объеме, нет. Но радует, что, судя по отчетам, хоть что-то в этом направлении движется. Было выявлено 11 несанкционированных свалок на территории города. Информация была передана по подведомственности в администрацию города для проведения мероприятий по ликвидации. Повторюсь, за 2 года последних администрацией было ликвидировано 21 свалка, более 1000 кубометров отходов было вывезено, более 2 миллионов рублей было затрачено на проведение этих мероприятий. После перешли к делам более масштабным, а именно к вопросам о выбросе нефтесодержащей жидкости. О том самом, что весной прошлого года окрестили нефтеходом. Лично мы для себя ничего нового не услышали. Следствие идет, откуда нефть текла, определили, опережая вопросы зрителей. Никого не уволили и не посадили. Читая, отдельного человека на виноватого не назначили. И да, реку по-прежнему нельзя назвать чистой. Культивация не проведена. На настоящий момент проведены технические работы по уборке загрязнений. На всем протяжении ручья Малый Войвож, реки Ярига, ну и там, где успели поймать на Ухте. Работы по технической рекультивации будут продолжены с момента схода снега. Дальше по списку. Не теряющая своей актуальности уже битых 3 года тема – радиация. Но в этом случае можно признаться, повторение – мать учения. Чтобы люди не теряли бдительности, несмотря на то, что каждый новый начальник города и региона нам обещает, что вопрос закрыт, Екатерина Руденко повторяет – могильник плохо, и общественность на этот счет не должна сомневаться. А наша гидрология говорит о том, что здесь этому объекту быть не должно. И еще раз повторяю, что есть письмо официальное, что наши отходы не являются радиоактивными отходами. Это загрязненный низкоактивный грунт, который требует огораживания предупредительными знаками. Если вы же были на этих участках, несколько метров в сторону, фон нормальный. Главное, чтобы это не попадало внутрь с водой, сельскохозяйственной продукцией. Люди предупреждены, значит вооружены. На конференции поднимали еще целый ряд злободневных вопросов, а именно рост онкозаболеваний или выбросы в воздух, которые вроде никто и не контролирует. Но все эти обсуждения из года в год все больше напоминают формат «поговорили и разошлись». А тем не менее в интернете открывают все новые сборы на чье-то лечение, и дети в школах травятся от неизвестных веществ в воздухе. Хотелось бы, чтобы Новый год, год экологии, принес не только новые эко-мероприятия, но и реальные изменения для тех, кто в этом городе хочет жить без страха за свое завтра.